В эфире информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с участниками форума журналистов «Вся Россия», который проходит в Сочи с 6 по 12 октября. Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов. Вопросов было более 40. Встреча продлилась более 1 часа. За это время президент Абхазии успел рассказать журналистам об основных направлениях развития экономики, рассказал о проблеме сохранения абхазского языка и многом другом. Расширенный репортаж смотрите в нашем ближайшем выпуске. Агропромышленная выставка «Золотая осень» стартовала в Москве. В ней примет участие делегация из Республики Абхазия. Свою продукцию представили более десятка абхазских предприятий, в том числе производители вина, меда, аджики, абхазских джемов и многие другие. Торжественное открытие 20-й юбилейной российской агропромышленной выставки «Золотая осень», главного агрофорума страны и одного из самых заметных отраслевых событий в Европе, собрала в российской столице десятки тысяч человек. В праздничной церемонии открытия главного сельскохозяйственного форума приняли участие глава российского правительства Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Делегацию Абхазии возглавил первый вице-премьер правительства Даур Аршба. Форум считается международным, так как в нем представлены более 14 стран. Большинство из Европы, а также Китай, Япония и Турция. Стенд Республики Абхазия традиционно занимает на выставке «Золотая осень» свое почетное место. В этом году акцент сделан на вина. Помимо самых крупных производителей, таких как вина и воды Абхазии, Абхаз Шато, представлены самые разные сорта виноградных напитков из разных уголков Абхазии. Медали «25 лет Победы» были вручены сегодня медсестрам, участницам боевых действий, а также водителям, работавшим на каретах скорой помощи во время Отечественной войны народа Абхазии. Церемония проходила в Музее боевой славы имени Владислава Арзенба. Медали лично вручал министр обороны генерал армии Мираб Кешмария. Мероприятие началось с возложения цветов в Парке славы. Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий, совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Арзенба проводит акцию «Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках этой акции по всей стране установлены баннеры с лицами погибших женщин в Отечественной войне народа Абхазии. Как говорит председатель Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Лариса Тарба, все защитники Отечества – герои, и мы обязаны чтить их память. Во время войны погибло 22 женщины. После войны умерло от полученных ранений и болезней 18 женщин. Всего 40 женщин. В такую дату, юбилей Победы, мы организовали помимо посещения могил ветеранов, также баннеры погибших. То есть у нас в основном шли мероприятия по воспоминанию тех девочек и всех, которые принесли нам эту победу. Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Память о войне, ее не сотрешь с годами, она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они рядом, они с нами, а значит, жива связь поколений. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Надежда Ашуба от имени всех однополчан поблагодарила за то, что сегодня всех поименно вспомнили и наградили. Женщина, которая идет на войну, герой вдвойне, потому что даже находясь на поле брани, женщине приходится заботиться не только о себе, а в первую очередь о бойцах, жизнь которых очень часто оказывается в руках медсестер. Все-таки у войны не женское лицо. Но я помню, в ночь на 16 августа я оказалась на территории 8-го полка, гвардия располагалась, и я встретила своего институтского товарища, который работал в гвардии. Он на меня посмотрел, было в 2 часа ночи, он говорит: ты знаешь, я только сейчас понял, что это серьезно, что действительно началась война. С праздником всех, праздник со слезами на глазах. Очень важно не забывать ветеранов. Очень многие спустя 25 лет и сегодня их имена не озвучены. Они ведут очень скромный образ жизни. Они молча стараются заниматься своими делами и как-то бороться со своими болячками. Но важно их помнить. И вообще, я думаю, в государстве должна быть
программа, две важные программы. Во-первых, идеология, программа молодежи и ветеранов. Неважно какой войны. Нельзя забывать тех, кто защищал свою родину. Во время войны штаб медико-санитарного батальона был важнейшей частью абхазской армии. Сплоченная работа водителей и санинструкторов спасла сотни жизней. О заслугах водителей скорой помощи во время войны можно говорить бесконечно. Их работа сопровождалась большим риском. Машины с Красным Крестом для врагов были просто живой мишенью. Министр обороны страны Мераб Кешмария поздравил всех с 25-летием Победы и вручил 114 медалей, 25 лет Победы. Действительно, ваш подвиг, ваше нахождение рядом с ним привело к этой победе. Вы показывали нам пример. Вы в начале войны остались, стали рядом. Еще раз спасибо, что вы есть, что вы находитесь рядом. В любом случае на вас надежда. Благодаря бесстрашию водителей санинструкторы вовремя успевали приехать на позицию к раненым, оказать первую помощь и вывести их с поля боя. Мзия Самсони, участница боевых действий, кавалер ордена Леона, полковник милиции, всем ветеранам пожелала добра, здоровья и счастья. Я хочу выделить именно сестер, которые, мне очень трудно это говорится, но девочки, которые, мы все молодыми, которые пошли на войну 25 лет тому назад, я хочу в отдельности поздравить их всех с победой. Дай Бог, чтобы у каждого из них было все в достатке. Девочек наших, благодаря кого вот эта победа, независимость, нашими в алтарь нашей свободы, которые положили, чтобы ценили их и не забывали нас, девочек, которые принесли эту победу. Еще раз хочу поздравить с победой. Все дальше и дальше уходят от нас события этой страшной войны, все меньше остается в живых ее участников. Но традиция празднования жива, как не угасает и память о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, предотвратив уничтожение малочисленного абхазского народа. Победа! С этим словом ликовал наш народ 25 лет назад. Это слово и сегодня отзывается в сердцах всех жителей Абхазии, переполняя гордостью за свое Отечество, заставляя вновь и вновь восхищаться подвигом защитников Родины. Женщина шла на войну, когда это было необходимо. Потому что присутствие женщины на войне вдохновляет мужчин, воодушевляет на подвиги. И присутствие рядом помощи из рук женщины, которая так необходима раненому бойцу, она присутствовала всегда. И мы это помним со времен Великой Отечественной войны. А если углубиться в историю, были времена, когда в стенах Анакапийской нашей крепости, когда обороняющиеся мужчины все были убиты либо ранены, на поле боя вышли женщины. И не имея оружия с собой, они обвязывали длинными косами противника и вместе с ними бросались во враг. Это осталось как легенда. Насколько это исторический факт, я не знаю, но как легенда она существует. Поэтому женщина всегда имела свое место на войне. И порой даже это необходимо. После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт, организованный Ассоциацией женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии совместно с Государственным музеем боевой славы. Всеми полюбившиеся песни военных лет проникновенно исполняли сами женщины-ветераны, участницы боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. Помимо них в праздничном концерте приняли участие известные артисты абхазской эстрады. Рената Шакая, Роберт Ломия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
На 74-м году жизни скончался заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена Мужества Российской Федерации, начальник хирургического отделения Ткварчалского госпиталя во время Отечественной войны народа Абхазии Максим Шаповалов. Максим Шаповалов все военное время провел в Ткварчале. Уже опытный хирург за 413 дней войны провел более 300 сложнейших операций в тяжелых военных условиях. После войны Максим Шаповалов переехал жить в Сухум. В Сухумской городской больнице он возглавил отделение хирургии и работал здесь до последних дней жизни. Коллеги и друзья Максима Шаповалова вспоминают о нем как о большом профессионале своего дела, отзывчивом и теплом человеке. Уже после войны мы стали вместе в горбольнице работать. Это был большой хирург. Великолепный профессионал и в общении очень легкий человек. Он не зацикливался на чем-то, ничего такого негативного в нем не было никогда. Всегда был доволен всем. И на основном месте у него стояла всегда работа. С 15 по 19 октября в Национальном онкологическом центре состоится международная бесплатная акция «Неделя ранней диагностики рака по раннему выявлению злокачественных опухолей». В Абхазии данная акция проводится уже во второй раз. Проект осуществляется по инициативе и при поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшра. Подробнее об акции расскажет Саресмыр. Международную акцию «Неделя ранней диагностики рака» проводит Евразийская федерация онкологов, Евразийский противораковый фонд, Евразийский научно-образовательный центр, общественное движение «Юнити» совместно с Национальным онкологическим центром Абхазии. За время акции участники могут пройти бесплатное обследование УЗИ щитовидной железы, периферических лимфоузлов, органов брюшной полости, малого таза, выполнить рентгенографию органов грудной клетки, маммографию, сдать анализы. Прием будут вести ведущие специалисты международного уровня. В данной акции будут участвовать специалисты различных специальностей. Их приедут около 10-12 человек, и прием будет вестись при участии наших врачей, непосредственно врачей Национального онкологического центра. Прием будут вести врачи общей практики, общие онкологи, онкогинекологи, дерматолог, онколог, специалисты по опухолям головы и шеи, а также цитологи и врачи УЗИ высокого мирового уровня. В рамках акции медики планируют обследовать до 250 человек. Прием будет вестись строго по предварительной записи. Участие в акции бесплатно для всех жителей республики. Руководство Национального онкологического центра обращается к населению с призывом воспользоваться возможностью данной акции для получения высококвалифицированной консультативной помощи ведущих специалистов международного уровня. Мероприятие призвано мотивировать людей к бережному отношению к своему здоровью и своевременному обращению к врачу, и таким образом повысить уровень выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии. В этом году акция «Неделя ранней диагностики» будет проводиться уже во второй раз. Впервые она была организована в 2017 году. Тогда в ней приняли участие 217 человек и выявлено 7 патологий. Результаты акции показали, что есть необходимость в повторном ее проведении. Евразийские дни в онкологическом центре стали полезными и плодотворными также и для местных специалистов. Люди с открытой душой, это действительно специалисты на уровне минимум кандидата наук. Многие приезжали, они здесь сидели, вот работали за этим аппаратом, показывали, как это все. Опыт был колоссальный. И, в принципе, в плане дальнейшего развития они просто подсказывали, как направлять, на какие стороны обследования направлять свои усилия. В эти дни параллельно с акцией по ранней диагностике рака будут проводиться семинары для врачей. Что касается акции, для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону +7 840 226 45 19. Запись будет открыта с 11 октября. Пациентам необходимо иметь при себе общегражданский паспорт Республики Абхазия. Саресмыр, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Впервые в Абхазии проходит конкурс инновационных проектов «Умник-2018». Свои научные работы представили 6 конкурсантов из Абхазии. Среди них студенты АГУ, сотрудники различных научных институтов и организаций. Полуфинал конкурса проходил в Академии наук Абхазии. Представленные сегодня научные доклады были посвящены разработке и внедрению различных аппаратных комплексов в области медицины, энергетики, а также для изучения почвы и морских берегов Абхазии. Финал конкурса будет проходить в Сочи 22 октября. Конкурс организован Российским фондом содействия инновации. Около 10-12 заявок было отобрано. Из них на полуфинал прошло 6 заявок. Представились ребята хорошо. Мы в фонде именно такие проекты и приветствуем, потому что это инновационный фонд, а инновации предполагают коммерческое внедрение. Обязательно. То есть это не направлено на то, чтобы кто-то реализовал свои личные амбиции, там, написать что-то, там, научную статью и так далее. Нет. Проекты фонда направлены на то, чтобы их внедрить в экономику и получить результат. В этом году впервые удалось договориться о том, чтобы граждане России, проживающие в Абхазии, тоже могут участвовать в этом конкурсе, потому что есть ограничения по выдаче грантов и суд. То есть этот фонд, он внутрироссийский. Но так как граждане России значит, живут в Абхазии, они тоже, в результате было принято решение, что они тоже могут участвовать в конкурсе. Проблему школьного питания обсудили в рамках встречи в Общественной палате Абхазии. На встречу были приглашены главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева и частный предприниматель, владелец буфета в школе номер 3 Давид Пиля, который рассказал о проблеме и обозначил возможные пути решения. Нужен обязательно нормативный документ, в котором четко и ясно будет написано, кто отвечает в учебных учреждениях за питание учащихся. Конечно, это руководители школ, то есть директор школы. Он несет персональную ответственность. Конечно, сегодня много разных объектов есть более-менее близкие к стандартам, но основная масса наших школьных столовых, они, конечно, далеки от стандарта. Нет материальной базы, нет современного оборудования, нет подготовленных кадров. Вот. Тут, конечно, это целый комплекс мероприятий должен разработать правительство, чтобы в ближайшие годы это наверстать. Если мы этого делать не будем, у нас будет очень много больных детей. И так сегодня очень много детей больных. Больные желудочно-кишечный тракт, очень много больных панкреатитов. Это все делает неправильное питание. Если говорить о едином стандарте организации питания, конечно, у нас должны быть специальные комбинаты питания, которые обеспечивают все школы нормальной едой. Представители Общественной палаты считают, что ситуацию может изменить закон об образовании, который должен регулировать вопросы школьного питания. Было принято решение пригласить на следующую встречу представителей Министерства образования и науки Республики Абхазия, столичной администрации, Управления образования города Сухум, парламентариев и директоров школ. По проспекту Леона будут срублены 7 пальмовых деревьев, пораженных личинками пальмового долгоносика. К этой вынужденной мере пришлось прибегнуть для того, чтобы насекомые паразиты не распространились и на остальные деревья. О том, как бороться с пальмовым долгоносиком, расскажет Алика Трапш. Впервые красный пальмовый долгоносик был обнаружен в Абхазии в 2016 году. Насекомое попало к нам вместе с пальмовыми саженцами, привезенными из Испании. Красным пальмовым долгоносиком уже уничтожена большая часть насаждений вокруг пансионата «Солнечный» в Гагарском районе. Масштабы ущерба, нанесенного насекомым, с каждым разом увеличиваются. Теперь красный пальмовый долгоносик добрался и до столицы. 7 пальмовых деревьев, произрастающих по проспекту Леона, заражены личинками насекомого-вредителя. После того, как проявилось на пальме признаки поражения, никакими пестицидами, никакими препаратами помочь невозможно. Единственный способ не допустить дальнейшее распространение – это вырубить и утилизировать пальму.
Сегодня мы дали специальное заключение на вырубку этих 7 пальм в городе, согласовано с администрацией города, в том числе и с зеленым хозяйством. Завтра, очевидно, они начнут заниматься этим. Самка пальмового долгоносика откладывает до 350 яиц на вершину пальмы. Спустя 7 дней личинки проникают внутрь ствола и начинают поглощать растительные ткани, разрушая сердцевину и точку роста дерева. За свой жизненный цикл пальмовые долгоносики полностью уничтожают стволы пальм, даже взрослых крупных деревьев, которым около 100 лет. Сложность заключается в том, что вредителя тяжело обнаружить. Пораженное личинками дерево довольно долго выглядит вполне здоровым. Лишь за 2-3 месяца до гибели ствол пальмы начинает медленно сгибаться, а листья начинают менять цвет. Если заметить кладку яиц вредителей вовремя, дерево можно обработать инсектицидом. Но после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно. Дерево обречено на гибель. Будет создан штаб, постоянно действующий, который будет из специалистов, который будет мониторить ситуацию постоянно, ежедневно. При обнаружении первые признаки, то массовая обработка пестицидами обязательно надо подвергнуть все пальмы. К концу этой недели, я думаю, что уже будет работать этот штаб. Экологи уверяют, что если сейчас не принять необходимые меры, то уже в скором времени все пальмовые деревья могут исчезнуть. Аля Катрапш, Александр Чернов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-16, днем 21-26. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.